Мы пережили и махаджирство, мы пережили сталинские репрессии, как говорил Руслан Гожба, когда по 700 человек за ночь расстреливали на Гумисте. Мы возродились, мы, значит, только-только, значит, встали. Ну, те же 30 лет, это для исторического периода, это миг. Но мы на пути строительства своего государства. Но та ситуация, которая сейчас сложилась, это значит, что те механизмы, которыми мы пользовались ранее, они сейчас уже не работают. Мы должны думать над тем, какие механизмы, меры применить для того, чтобы обеспечить безопасность нашего маленького народа. Поэтому глава государства этот вопрос выделяет. И, естественно, наш исторический опыт нашего народа подсказывает нам, что нужен диалог. Нужно слышать друг друга. Нужно отложить на второй план, значит, какие-то узкополитические или личностные цели и сконцентрироваться вокруг общей, серьезной, реальной угрозы. Это угроза. Поэтому важность нашего Апсвара, которая нам дает эти механизмы для решения этих задач, я бы выделил слова Бадри Зурабовича на встрече с политическими партиями, что здесь в этой встрече нет никакого личного интереса, он это подчеркнул. Здесь только общий интерес. Никаких там ни двусмысленностей быть не может и не должно. Мы должны понять ту опасность, которая над нами нависла. Я никого не пугаю, я просто перечислил факты. Вот еще один факт. Сектор Газа в Палестине. Сколько детей в прямом эфире на глазах всего мира было убито. Ради чего? Ради того, что потом Дональд Трамп вышел и сказал, я на костях детей там курорт построю. Вы понимаете, уровень цинизма достиг какого-то небывалого размера. Если мы возьмем хотя бы фашистскую Германию, они это прятали, информацию, всячески старались, что чем они занимались в концлагерях. Они это не конечно, до сих пор там они пытаются себя оправдать. А здесь, значит, естественно, нам подсказывает текущая ситуация, все, что происходит в мире. Значит, вот эта цифровая революция, которая идет, это 4-я технологическая революция, которая и позволила некоторым странам, доминируя, так себя вести. Они считают, что они могут навязать свою волю путем, значит, цифрового контроля над торговлей, над банковскими операциями, над деньгами, да вообще даже над поведением людей, диктовать миру свои условия. И не зря, значит, руководитель России Владимир Владимирович Путин говорит о защите суверенитета. То есть, что значит суверенитет? Что на данной территории все решения мы принимаем сами. Мы хозяева страны. А этот тезис ставят под сомнение. И говорят, нет, ребята, вот с Ираном что происходит? Значит, или с Венесуэлой. Венесуэльцы вынудили вернуть, значит, под контроль американцев все нефтяные ресурсы государства. Просто взяв, выкрав руководителя из постели. И если мы не осознаем эту опасность, и мы, значит, не примем адекватные меры, то наш народ может попасть в серьезную беду. На ваш взгляд, какие меры являются адекватными? Любые меры, связанные с безопасностью государства, опять же, я считаю, что решаться должны в рамках консультативного совета. Глава государства ясно сказал, что совет будет расширяться. Все мнения
будут выслушиваться. То есть там речь не идет о том, что глава государства, вот он слушает, что все скажут. Они между собой, партии, то есть это будет обмен мнениями и политических сил. Для чего? Для того, чтобы психиловый гозарах шуйлацара. А психамами – это наше достояние. Мы умеем в буквальном переводе складывание умов. И в соответствии с нормами Апсуара, в соответствии с абхазским этикетом. И самое интересное, что наш язык в этой истории тоже играет ключевую роль, потому что знание языка обеспечивает понимание абхазской культуры. Если ты язык не знаешь, то ты не можешь понимать, почему абхазы в тех или иных ситуациях так себя ведут. Вот простой пример. По-абхазски апсуа, апсуара, апсанра, апсабара, апс. Резигит халами и дисхило авио апс. Апс – это душа. То есть вот это взаимосвязь. Если ты язык не знаешь, ну, в русском языке это все разные слова. Человек отдельно, страна или родина, земля отдельно, значит, природа отдельно. Да, это же разные слова. А у абхазов эти все слова через пс, душа, они связаны. Поэтому человек, который знает абхазский язык, он прекрасно понимает, почему абхазы так переживают за свою землю, за свою культуру, потому что они переживают за душу. А за свою душу, душа у абхазов есть ясное понимание, она им дана от Всевышнего. Поэтому есть традиционные, фамильные или общинные, да, моления, обращения к Богу, абхазан, шадут, шо, и снагир, дуро, напсва. Еще до прихода значит, мировых религий. И, естественно, это наше богатство, все эти наши знания, и максимально, если мы сейчас ими воспользуемся. Я, кстати, сегодня вспоминал Константин Константинович Озган. Я недавно вот случайно попал на YouTube на его интервью. И он уверенно говорил о том, что абхазы могут другие народы научить, как себя вести и что делать в тех или иных ситуациях. Потому что это, что такое абсуар? Это философия, жизненная позиция, отношение к человеку, к природе, к, значит, внеземным силам. Там есть все. И это богатство, которое формулирует и однозначно трактует отношение абхазов к человеку. В первую очередь, человечность, значит, совесть, честь, достоинство, аламас, апату, ауира, вазгями, и ну, обязательно надо этим пользоваться. И слава Богу, что глава государства на это опирается.